Амузыка уи аҳауа апоезиоуп ҳәа иҳәахьеит адунеи аҿы еицырдыруа музыкантк. Ҳәарада иахьа зыӡбахә ҳамоу аҭыԥҳа ари аҳауа апоезиа ада лдунеи иахьа еиԥш илашаӡа, илахҿыхӡа изыҟаломызт. Бзиара шәымаз, ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, аефир аҿы иҟоуп адырраҭара анарха. Иахьа ҳарада шәҳардыруеит амузыкант, апианино арҳәаҩы Софиа Нарманиа. Софиа далгеит Москватәи аконсерваториа аспирантура, апианино арҳәаҩцәа рфакультет. Шықәсқәак раԥхьа лара Мальта амузыкатә школаҿы аусуразы ааԥхьара лырҭеит. Уахь анеиразы аконкурс ду аҿы аиааира гатәын, аха Софиа уи лыллыршеит. Иахьа лара Мальта дынхоит. Софиа изныкымкәа еиуеиԥшым Европатәи атәылақәа рҿы имҩаԥысуаз аконцертқәа лхы рылалырхәхьеит, аха жәаҳәарада амузыкант қәыԥш лзы акраҵанакуеит лыԥсадгьыл аҿы имҩаԥылго аконцертқәа. Софиа Нарманиа есі шықәса далахәуп Аԥсны имҩаԥысуа Хьыбла Герзмаа шәаалыԥхьоит ҳәа хьӡыс змоу амузыкатә фестиваль. Уи еиҳаракгьы бзиа изылбо аԥсуа музыкантцәа ҿарацәа зегьы ахьеизнагоуп лҳәоит Софиа. Апианино арҳәаҩы лаҳасабала лара хымԥада илымоуп имаҷымкәа арҿиаратә гәазыҳәарақәа. Ирацәоуп еиуеиԥшым аконцерт программақәа лара макьана иналыгӡарц илҭаху. Иара убас хымԥада амузыкант қәыԥш асцена дуқәагьы дрызхәыцуеит. Абас ауп шьышықәса зхыҵуаз Софиа асценаҿы раԥхьатәи лшьаҿақәа шыҟалҵоз. Лара далахәын ахәыҷтәы ансамбль анбан. Ансамбль напхгара иҭон лаб Резо Нарманиа. Уаҟа далахәын иара убас лашьа Ҭемыр. Ажәакала Софиа дхәыҷаахыс илдыруеит асцена ақәгылара иацу ацәаныррақәа. Амузыка акәзар уи лыԥсҭазаараҿы еснагь иҟан. Музыка была всегда. То есть я даже не помню такого состояния, когда что-то было специально сделано. Она просто была всегда в нашей жизни. И так как мои родители, это в принципе вот в семье музыка была действительно, мы были окружены ей, и причем музыка совершенно разная. Я сейчас не говорю о классической музыке, а именно популярной музыке, и эстрадной музыке, и классической в том числе, конечно, тоже. И в принципе это, по-моему, нормальное было состояние, когда дети ходили в музыкальную школу. Это было, в принципе, не потому, что кто-то собирался из меня делать там концертную пианистку, а просто для общего развития. Ну, конечно, имея какие-то маломальские музыкальные способности, и я как-то смогла проинтонировать и спеть правильно ту песенку, которую нужно было. И меня взяли в музыкальную школу, а дальше началось, в принципе, с того, что я еще до того, как начала играть уже непосредственно на инструменте, я пела. И пела в музыкальном ансамбле, в котором играли вот живьем дети и пели. И вот это, конечно, дало очень большой толчок. И, в принципе, вот это, как я первый раз попала на сцену в 4-летнем возрасте. Ну и ощущения, конечно, совершенно потрясающие и абсолютно отличные от всего того, что было до этого. И как-то было тогда понятно, что вот мне бы хотелось быть там, хотелось бы именно проживать эти моменты, которые совсем по-другому ощущаются на сцене. Вот это чувство времени даже, да, совсем по-другому. То есть кажется, что вот прошло там вообще ничего, а на самом деле уже достаточно протяженное количество времени проводишь на сцене. То есть совершенно другое ощущение времени. Ансамбль анбанаҿы ашәа анылҳәоз аамҭа Софиа даара гәыблыла илгәалалыршәоит.
Мой папа был вот руководителем этого вокально-инструментального ансамбля «Андон». Был такой замечательный ансамбль. И, в принципе, этот ансамбль дал достаточно много известных людей и очень многих хороших музыкантов, которых мы знаем, мы любим. Не все они, к сожалению, сейчас живут в Кавказе, как это понятно. Но да, это такая хорошая была база для детей, которые хотели заниматься музыкой, играли непосредственно на инструментах и выступали, были разные шоу, то есть мы превращались в каких-то там иностранных звезд. Это было очень забавно, это был коллектив, это было ощущение того, что мы работаем, мы делаем музыку. Это вот это тому, чему нас научили, мне кажется, самое главное. И вкус того, что ты делаешь. София лаша Тимыри, а музыка в школах яйцнухон. Саша сарасастаги, абайхат райер пшван лхют лара, а хазараджа дарарымеква и пыртит, а хаусшакуги, и снаги бзезаны и лыбыкао, а уаракуна ян ходит. Да, брат начал заниматься музыкой раньше меня, естественно, будучи старшим братом, и у него были хорошие успехи, но почему-то ему потом... Нет, он никогда не хотел особенно играть на фортепиано особенно, но потом он играл в ансамбле на клавишных, да, и вот там он тоже, все после концерта все обычно старались как-то общаться, а ему это не очень было интересно, то есть он как-то уходил от этого момента славы, так скажем. И вот, но сейчас он играет великолепно на электронной гитаре, и, собственно, вообще это было очень весело, потому что в одной комнате он слушал heavy metal, а в другой комнате я разучивала Моцарта, Гайдна, Бетховена, Рахманинова и так далее. То есть у нас дома было очень весело всегда. Зиграста и Мариам заамтаны София лепхедзует ланиларил цара аццаразы Москвака асара анрукша, а хаубрян язгвалтует акалекту, а культурой аказарыр центраджа акырамта анхара лара а музыкант яхасабала лиша гуларакна илнатаз акыр иширасшу. Вот это был самый, пожалуй, трудный период, когда нужно было не просто в ногу идти со студентами, которые получили полноценное образование, но и догонять их, и перегонять приходилось. Потому что если на фортепиано я еще продолжала как-то самостоятельные занятия, то вот теоретическая база и музыкальная грамота, да, моя немножко, конечно, отставала. И это все возможно, если есть желание и трудолюбие. Просто приходилось очень много заниматься для того, чтобы... И оказавшись в Москве, я получила как бы достаточно такую обширную картину вообще музыки, в принципе, именно классической, потому что то, от чего мы послевоенные дети были вообще оторваны, это концерты. Я помню свое ощущение, когда первый раз зашла в большой зал консерватории, играл оркестр, я просто даже разговаривать после концерта не могла, потому что для меня это было просто потрясение. А для моих сокурсников это было нормальное явление. Они с бабушками ходили с 5-летнего возраста в консерваторию и слушали там органную музыку, симфоническую, оперу. Вот это как бы погружение в музыкальную культуру, то, чего в Москве просто бери не хочу. И я просто действительно каждый день посещала концерты, театры, выставки, музеи. И как-то попыталась тот пробел, который у меня однозначно был, как-то его восполнить. Ауаҩы аҟазара ихы аназиклак акраҵанакуазар ҟалап, изааигәоу ауаа данеилыркаауа, изларылшо ала ианицхраауа, София уи аганахь ала дманшәалахеит. Я благодарна не только жизни, но и своим музыкальным выборам, да, своей маме, потому что она первая начала со мной заниматься, и она просто вложила в меня столько сил и здоровья, и ежедневных просто занятий с ней, конечно, под ее контролем и чутким руководством. И в Москве, конечно, она меня не бросила, не оставила меня одну. И, в принципе, вот в этот момент, после войны, вся моя семья, они, конечно, сделали просто подвиг, отпустив меня туда учиться. И это, конечно, вы представляете, насколько это было непросто, особенно в те трудные годы. Но мы как-то сообща смогли это сделать. Иара София Нармания снагил гурзду пиуипшим амта курза илымаз арцевича. Мне всегда очень везло с педагогами, у меня были замечательные педагоги, просто и не только потому, что они были моими учителями с большой буквы, но также потому, что у меня складывался с ними очень хороший человеческий контакт.
без чего, мне кажется, очень трудно в нашем деле, имея каждый, ну не каждый день, но, грубо говоря, очень часто уроки тет-а-тет с педагогом только. Если ты ему не доверяешь, если ты полностью не чувствуешь поддержку со стороны своего учителя, то ты не можешь достигнуть таких больших результатов. Москвапе а консерваториаҿы аконцертқәа, еиуеиԥшым Европатәи азалқәа ақәгыларақәа, мамзаргьы лыԥсадгьыл аҿы имҩаԥысхьоу афестивальқәа рылахәра. Иарбан сценазаалакгьы Софиа дахьықәгылоу, лара лзы уи еснагь ныҳәоуп, иагьгәырӷьароуп. То есть нет таких концертов, которые прошли просто так. Все равно каждый концерт — это как какая-то новая маленькая жизнь, да, она имеет начало и свой конец. Вот, к сожалению, когда подходит конец, всегда немножко грустно. Но каждый концерт, он не имеет значения, на какую публику ты играешь, ли перед тысячной публикой или в абсолютно маленьком камерном зале. Вот у меня был такой концерт в Голландии, где собрались, это для очень таких глубоко посвященных в музыку людей, так скажем. Они устраивают концерты, они пригласили меня играть в очень красивом замке, и была просто действительно считанная публика. Но это было так запоминающееся и так трогательно, и было играть такое удовольствие, что я вот впервые, кстати говоря, столкнулась с тем, что и маленькая публика может быть очень благодарной. То есть там они еще задавали какие-то вопросы, их очень интересовало, откуда я. Они спрашивали столько вопросов, и все сразу же начинали искать, ну где же это Абхазия. Слава богу, что находили многие из них. Вот. И то есть людям просто было интересно потом со мной даже пообщаться. И после концерта был банкет, и никто не расходился уже до поздней ночи. Мы вот как семья получилась. То есть такие концерты, конечно, запоминаются. Когда ты играешь с оркестром, ты не можешь этот концерт мимо себя из своей памяти выпустить, потому что это совершенно другое ощущение. Но поверьте, каждый концерт ты переживаешь, и каждый концерт. Особенно запоминающиеся, конечно, концерты для меня были и таким важным этапом в моей жизни. Это Московская консерватория, безусловно. Но это и ответственно, это и волнительно, потому что все твои одноклассники, однокурсники, профессора, все те, ну, в общем-то, коллеги уже теперь по цеху, они присутствуют, поэтому это очень трогательно. Кьакы шықса ахыс София далаху писы шықса апсны хиблаги рызма иҿылкаауа афестиваль. Лара арҭ аконцертқәа жәаҳәарада егьырҭ ирылкаауеит. Каждый год встречаешься со своей родной публикой, что тоже очень важный момент, и поэтому мы из года в год стараемся как-то придумать что-то, какую-то программу, как-то расширить наш диапазон. Раньше мы выступали только в Сухуми и в Пицунде. Вот мы ездили в Ткварчал, мы ездили в Чамчиру, играли там теперь есть рояль. То есть как бы наша география и по Абхазии расширяется, и это особенно приятно. С особым чувством радости я встречаюсь с нашей публикой, потому что это вообще для меня такая редкая возможность, и я очень рада играть для своих родных, для своих близких, для своих друзей, для своих родственников, что не так часто получается, к сожалению, но вот благодаря нашему, так сказать, наличию рояля и филармонии теперь, может быть, у нас как-то концертная деятельность сдвинется немножко вперед и будет очень... Это необходимое качество, потому что люди во всем мире тратят огромные деньги для того, чтобы улучшить уровень культуры. Ведь страну представляют молодые артисты. Мы не можем гордиться своими инженерами, мы можем гордиться музыкантами. Ведь мы знаем пример Хипла Герзмава, который главная наша муза страны. Вот, я думаю, что вряд ли найдется человек в Абхазии, который ее не знает. Правильно? То есть, в принципе, вот этот толчок в культуре, он нам просто сейчас необходим. Если мы хотим, чтобы в дальнейшем у нас дети этим еще занимались, и чтобы они просто знали, что такое классическая музыка.
София Нормания шьҭа кырҵуеит Мальта дынхоижьҭеи. Лара уахь раԥхьаӡа днаԥхьан аконсерваториаҿы аҵара анылҵоз. Анаҩс уаҟа аусуреи анхареи ҳәа даанкылеит. Ари адгьыл гәык-ԥсык ала бзиа илбеит. Я ездила туда, будучи студенткой консерватории, и играла там концерты неоднократно по приглашению Русского культурного центра, который существует на Мальте. И так наша дружба, в принципе, с ними завязалась. Но, закончив консерваторию, я получила от них приглашение приехать и уже попытаться пройти интервью на работу. И, к счастью своему, я, в общем-то, его преодолела, хотя это было очень непросто, нужно было выучить язык и сдать экзамен. И вот, к своему удивлению, я оказалась вот самыми большими баллами. И, в общем-то, выиграла это интервью, не оставив шансов остальным. Чему они не были прям очень рады, но это уже история. И дальше началось вот это сотрудничество. Но мне очень комфортно там находиться, потому что отношение ко мне очень хорошее. Я, в общем, делаю то, что я всегда хотела делать. Это педагогическая деятельность. И также я имею возможность играть концерты. И, в принципе, мне очень комфортно находиться там, потому что, во-первых, я даже похожа немножко на них. Они такие все темненькие. И даже... Ну, мне нравится еда, там все очень красиво. Есть море, что не самый последний, да, не самый последний, в принципе, весомый достаточно аргумент в выборе места жительства. И климатические условия там просто потрясающие, мне очень нравится. Ну и, конечно, самое главное, что есть возможность ездить и давать концерты по Европе. София арҵаҩы изанааҭгьы баҩхатәрала дазнеиуеит. Лҵаҩцәеи мамзаргьы аус ахьылуа амузыкатә школеи данрыхцәажәо иузгәамҭар залшом лара бзиа илбо, лгәы иақәшәо аус лнапы шалаку. Вы знаете, тут процесс, он как бы такой обоюдный, потому что уча ты еще и учишься. Многие вещи, которые я раньше не замечала, да, даже особенно это видно на своих недостатках. Я, уча кого-то, я еще раз как бы все это пропускаю через себя. Я как бы начинаю себя видеть со стороны, вот так, как я оцениваю своего ученика. Но у меня нет никаких возрастных ограничений с моими учениками. То есть некоторые ученики в 2, а то и в 3 раза старше, чем я. Но это, пожалуй, так. Не было еще проблем с нахождением какого-то личного контакта. Я стараюсь так же, как и вот то, что было для меня важным в педагогической деятельности, в том, что я получила в свои студенческие годы, так и относиться к ним, и относиться с пониманием. Не всегда, конечно, у людей есть время подготовиться к уроку правильно, но я как-то стараюсь относиться к ним, в общем, достаточно терпеливо и как-то входить в их положение. И поэтому колледж меня очень любит, и студенты мои очень довольны. Они с удовольствием приходят на мои концерты, то есть они как-то вообще очень так милые, обаятельные люди, и относятся ко мне, в общем, с большим уважением, а мне это приятно. Иҳәатәуп Софиа Мальта анхара уажәшьҭа дшашьцылахьоу. Зны-зынла илцәыхароу лҭаацәа хымԥада игәхьаалгоит, аха дара Софиа деилыркаауеит, лырҿиаратә мҩа дзышьцылахьоу аԥсҭазаара иаԥырхагам. Я скучаю по ним очень сильно, но я думаю, что в принципе мы уже как-то вот сжились с этой мыслью, что так было с 13 лет, вот, когда я поехала впервые в Москву, и как-то тогда мы вообще мы разделились, мы с мамой были в Москве, а мой брат и папа находились здесь. То есть это вообще-то большая на самом деле жертвенность со стороны моей семьи. Но если бы не моя семья, я бы не была тем, кто я есть, потому что они, в принципе, вот своей поддержкой и верой в меня, они всегда мне давали какой-то стимул, импульс идти дальше. А так, то, что я далеко от них, я думаю, что при наличии интернета, да, мы тут постоянно общаемся, но они уже свыклись с этой необходимостью, я бы даже сказала. Апианино арҳәаҩы ирҿиаратә гәазыҳәарақәа хымԥада ҳәаа рымамзар ауеит. Софиа лажәақәа рыла апианино арҳәаҩ изыҳәан амузыкантцәа дуқәа иаԥырҵахьеит арепертуар дуӡӡа. Уи абжа-иҭабжа анагӡарагьы уаҩԥсык иԥсҭазаара зегьы азикыр ауеит. Амузыкант иаҳасабала Софиа дзызхәыцуа жәаҳәарада акыр ирацәоуп. Конечно, как любой нормальный человек, я мечтаю о многих очень простых,
самых простых вещах. Но если коснуться здесь творческой стороны, то в первую очередь это, конечно же, ну, по мере возможности как можно больше играть концертов и ездить по разным странам, да, приходить в какие-то абсолютно невероятные концертные залы, встречаться с людьми новыми. Ведь это как знакомство, как путешествие, как приезд в новую страну, как изучение нового языка. Самое интересное в том, что ты постоянно, в принципе, общаешься с людьми. То, что я вот делаю с огромным удовольствием. И это мне доставляет огромное счастье, потому что это очень интересно, это дает тебе новые какие-то впечатления. И потом это как фотографии, знаете, вот напечатал себе, а потом вспоминаешь, и уже по фотографиям, вернее, даже по тем ощущениям, по тем эмоциям, ты сохраняешь их на всю жизнь, наверное. Soja combatot, caleinor tenegor, de que l'amor tatot, tarreador, l'amor tatot. Абас иҟан амузыкант қәыԥши ҳареи ҳаиԥылара. Уи уажәы дхынҳәит аус ахьылуа даара бзиа илбаз Мальтатәи адгьылбжьахахь. Софиа даара игәхьаалгоит Аԥсны иаанлыжьуа лҭаацәеи лҩызцәеи, аха еснагь илыцу бзиа илбо амузыка иабзоураны лгәхьаагара марианы илхылгоит. Сара иахьа абри ала абзиараз ҳәа шәаҳәо ишәгәаласыршәоит. Аԥсҭазаара кьаҿуп, аҟазара наунагӡоуп. Бзиа ижәбала аҟазара, уи шәыԥсҭазаара аарԥшӡоит абзиараз анаҩстәи ҳаиқәшәара аҟынӡа.